Здравствуйте! Сегодня у нас второй урок по 3D-моделированию. На прошлом уроке мы с вами установили программу Blender. Сейчас мы его запускаем и начинаем работать. У нас появляется такое окно. Здесь мы ничего не нажимаем. Левой кнопкой мышки нажимаем на пустую область. Первое, что мы с вами должны научиться делать, это управлять камерой, то есть то, как мы видим объекты, да? Первый инструмент камеры у нас колесико мышки. Колесико мышки, когда мы крутим, он отдаляет и приближает наш объект. Следующее, мы должны посмотреть объект со всех сторон. Для этого нажимаем на колесико мышки и держим, и тянем. Мы как бы поворачиваем объект со всех сторон и смотрим. И третий, не менее важный инструмент камеры – это инструмент лапка. Держим Shift, держим колесико мышки, зажимаем и тянем. И мы тогда смотрим на объект, как бы двигая камеру вдоль. Это были три инструмента камеры. Ими можно пользоваться и с помощью вот этих вот меню, которое есть справа. Вот это вот у нас приближение, отдаление, нажимаем и тянем, лапка, и вот здесь можно крутить объект. Но я все-таки советую вам пользоваться именно мышкой, потому что это гораздо удобнее. Все это у нас были инструменты камеры. Это очень важно. Первое, что мы должны с вами научиться делать. Попробуйте проделать то же самое у себя. Вообще, когда я записываю этот урок, вы должны ставить на паузу и повторять практические действия, которые видите. Итак, после того, как мы с вами научились работать с камерой, следующее, что мы должны делать, это уметь работать с нашим объектом. На нашей рабочей области вот здесь мы видим сейчас только вот один кубик, который, когда мы нажимаем мышкой левой кнопкой, на пустое место выделение пропадает. Когда мы нажимаем на кубик, появляется выделение. Важно знать, что мы можем работать лишь с выделенным объектом. То есть надо обращать внимание, чтобы кубик был подсвечен вот таким желтым цветом. Только с таким объектом вы можете работать. Следующее. После того, как мы выделили объект, мы работаем с нашим первым инструментом. Это инструмент называется Grab. Английская буква Grab значит горячая клавиша G. Мы нажимаем на него, на G, и вводим мышкой. Когда мы вводим мышкой, мы видим, что куб перемещается по экрану. Как только нам понравилось, да, то место, куда мы собираемся переместить куб, мы нажимаем левой кнопкой мышки и фиксируем положение куба. Вот это у нас был первый инструмент перемещения Grab. Кроме вот этого инструмента существует еще два основных инструмента, которые мы сейчас пройдем. Но перед этим хочу вам немножко рассказать, что в 3D пространстве есть три оси. Наверное, все знают, да, по геометрии, что у нас есть оси X и Y. Это у нас оси двухмерные, да, двухмерные X и Y. Но когда у нас трехмерное пространство, у нас есть третья ось Z, то есть есть X, Y и Z. С помощью этих осей мы будем с вами двигать объект или поворачивать. Мы будем пользоваться, в общем, этими осями. Поэтому, когда мы делаем Grab, нажимаем, то мы, например, также нажимаем после G, не фиксируя куб, нажимаем на X, то есть нажимаем на клавиатуре, находим английскую букву X, нажимаем и вводим по экрану, затем фиксируем его левой кнопкой мышки. Все, мы двигали объект только по оси X. Следующее G, Grab, кстати, я забыла вам сказать, что клавиши все пользуемся именно английскими клавишами, то есть когда я говорю Grab, значит это русская буква P.
Нажимаем на G и теперь пробуем по другой оси, например, по Z. Фиксируем. Grab по Y. Ой, отодвинулась. Вот так вот мы используем 3 оси, двигаем. Все, мы прошли с вами, что у нас есть инструмент Grab и есть 3 вспомогательные оси. Итак, второй инструмент, который тоже очень важен, это у нас поворот. Поворот на английском это будет rotate, поэтому горячая клавиша. Нажимаем букву R, английскую букву R нажимаем и ведем мышку. Когда мы двигаем мышку, у нас объект крутится. Крутится он сейчас произвольно. И если мы сейчас нажмем на левую кнопку мышки, мы зафиксируем его положение. Но мы можем крутить также rotate по X оси, фиксируем, либо rotate по Z, по другой оси, и тоже зафиксировать это положение. Ну а как же отменить, да? Как отменить то, что мы уже сделали? Нажимаем на Ctrl, нажимаем на Z. Так вот несколько раз нажимаем Ctrl-Z и возвращаем, например, наш куб в исходное положение. Не забывайте про инструменты камеры, Shift и колесико мышки. Это у нас лапка, удобно двигать объект. Итак, мы узнали, что можно поворачивать объекты с помощью клавиши R, Rotate. Теперь у нас следующий инструмент это масштабирование. Масштабирование на английском Scale. И горячая клавиша на клавиатуре это английская буква S или русская буква И. Нажимаем на S и тянем курсор мышки. Также левой кнопкой мышки мы можем зафиксировать это положение. Либо уменьшаем в другую сторону, тянем и фиксируем. Обратите внимание, что курсор мышки, когда мы делаем Scale, букву S, должен находиться не посерединке где-то, а подальше. Чем оно дальше, тем мы аккуратно можем увеличивать. Тем курсор находится ближе, тем мы видим, что очень трудно становится управлять масштабированием. Все, мы с вами узнали самые основные 3 инструмента. Мы научились с вами управляться с камерой, двигать камеру. Мы научились с вами двигать объект через Grab, поворачивать, rotate, и мы можем также скейлить, увеличивать наш объект. Кроме того, мы можем использовать вспомогательные оси rotate по X, scale, например, по... Давайте сделаем для примера стенку, да, у нас есть уже scale, давайте сделаем scale по Z. Смотрите, брусок. Scale по оси Y и scale по оси X. Смотрите, у меня получилась вот такая планочка, тонкая стенка. Попробуйте самостоятельно, используя вот эти инструменты, которые мы прошли, сделать, преобразовать наш куб вот в такой объект. Сегодня все. До свидания. До следующих уроков.